Итак, по России зарегистрировано 15 770 заболевших, 2186 выявлено за последние сутки. Выздоровел 1291 человек, 130 умерло. О том, какая ситуация с коронавирусом в Ингушетии, расскажет заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Зара Гитагазова. На сегодняшний день лабораторией ФБУ Центр генной эпидемиологии проведено около 1300 исследований населения. Из них по 74 пробам у нас получено положительное подтверждение. 29 проб у нас официально подтверждены референс-центром. Официальная статистика на сегодняшнее утро на 8 часов утра размещается оперативным штабом Российской Федерации. Ну и после этого от коллег мы получили еще подтверждение по 5 случаям, и они будут опубликованы завтра уже. К сожалению, у нас зарегистрировано в республике, отведен специализированный стационар, это Назрановская районная больница. И там вот за последние 3 суток у нас зарегистрировано 2 летальных исхода. В этом плане просто мы, как эпидемиологи, дали свои рекомендации, потому что все-таки похороны – это массовые мероприятия, очень много людей, тем более, когда уважаемые люди в республике, и нужно отдать должное, что семьи умерших отнеслись с пониманием к этим рекомендациям и максимально постарались сделать так, чтобы не было, в общем-то, взаимодействия очень большого количества людей во дворе, чтобы это мероприятие прошло, ну, скажем так, с соблюдением максимальных мер предосторожности для людей. И в отношении всех контактных нашей службы были выданы предписания медицинским работникам о наблюдении и постановление о самоизоляции в отношении контактных лиц. Работа по этим очагам нами продолжается, и проводятся дополнительные исследования. Но окончательные диагнозы будут поставлены медицинскими работниками на основании всего комплекса проведенных исследований и полученных лабораторных анализов. На сегодняшний день на самоизоляции по всем, скажем, контингентам, это и прибывшие из-за границы, и прибывшие из других регионов, у нас находится 369 человек. Продолжается приезд людей из-за границы. Мы знаем, что в последнее время резко ограничен был прилет людей, и количество там есть квота 500 человек, по-моему, Шереметьево, и 200 человек в региональные аэропорты. Вот вчера 3 человека, жители республики, прибыли через аэропорт Беслан. Они приехали из Турции. Информация у нас была заранее. Сразу выписали постановление о самоизоляции. Решался вопрос либо их подместить в обсерватор, либо домашние условия. Учитывая тот факт, что в домашних условиях у них есть возможность обеспечить все требуемые параметры, то все 3 были изолированы в своих домашних условиях, и медицинские работники, им даны предписания о наблюдении, и своевременно в сроки положенные им будут отобраны пробы на исследование. Таким образом, по всем этим моментам мы стараемся держать ситуацию под контролем, в том числе самолеты, которые прилетают из Москвы, тоже рейс был вчера, 50 человек, конечно, создает какие-то дополнительные неудобства для тех, кто прилетает, то есть чуть-чуть больше обычного времени они задерживаются в аэропорту. Но это нужно понимать, все эти перелеты и туда, и обратно. Сейчас, вот в это время, во время разгара эпидемии, оно достаточно рискованно, и мы тоже, как уполномоченные государственной службы, должны принимать свои меры. Поэтому на прилете в республику, прямо в аэропорту, мы вручаем постановление, разъясняем все меры соблюдения гигиенической безопасности и берем этих людей под наблюдение. И, безусловно, мы очень активно работаем в социальных сетях, стараемся обновлять эту информацию. Кроме того, у нас круглосуточно на базе управления работает горячая линия. И вот хочу сказать, что именно наша горячая линия, она очень популярна у людей. Номер горячей линии 800 100 60 66. 2-3 недели – это недели, когда мы ожидаем максимального подъема заболеваемости. И именно в эти несколько недель нам нужно быть предельно настороженными, я имею в виду население, максимально соблюдать меры гигиенической безопасности и своей личной безопасности, и общественной безопасности. Коронавирусная инфекция – это воздушно-капельная инфекция,
Такие инфекции были и раньше. Сходна она по распространению, по своей агрессивности распространения, сходна с сезонным гриппом, но, к сожалению, протекает намного тяжелее. Поэтому сейчас особое внимание уделяется этой инфекции. Это новая для нас инфекция. Это еще один, скажем, такое основание для того, чтобы очень много времени уделять этому инфекционному процессу. Разрабатываются вакцины сейчас. В разных странах разрабатываются вакцины. Я думаю, будет найден оптимальный путь решения проблемы в виде специфической профилактики, то есть вакцина профилактики. И к следующему сезону, если эта инфекция, будем так сказать, говорить, что она перейдет на сезонный путь развития, есть инфекции, которые проходят один раз и пропадают. Это уже было у нас такое. А есть инфекции, которые уходят сезоном и потом по сезону возвращаются. То есть будущее покажет, сейчас все это находится в стадии изучения. Но если эта инфекция останется, если эта болезнь останется сезонной инфекцией, то будет, безусловно, будет определен к следующему сезону путь безусловной вакцинопрофилактики, специфической профилактики, которая является, конечно, безусловной защитой населения. А сейчас у нас есть такие действенные инструменты, очень простые, очень дешевые и очень действенные инструменты. Вот исследования ученых и зарубежных, и наших сейчас говорят, что наиболее значительным является распространение возбудителя через, скажем, частицы слизи. Когда больной человек чихает, все это разносится вокруг, остается на поверхностях, к которым прикасаются другие люди, и в течение 3 суток, безусловно, вирус сохраняет свою жизнеспособность. Поэтому все эти меры профилактики, кто бы и что ни говорил, все эти меры профилактики работают. Это и мыть руки, это и обрабатывать их дезраствором, носить маски. Если вы надели маску, вы защищаете не только себя, но и окружающих от себя. Поэтому про эти моменты не надо забывать. К сожалению, существует определенный, скажем, большой очень контингент населения, которые вот говорят, мы не видим, вот рядом с нами все здоровые, никто не заболел, поэтому этого как бы нет, не существует. Нельзя так относиться к жизни. Очень большое количество населения на всем земном шаре переболело, очень большое количество людей умерло, скончалось от этой болезни. И вот такое вот отношение слишком радужное, оно чревато достаточно серьезными последствиями. Поэтому еще раз хочу призвать, давайте будем внимательными к себе и к окружающим.